Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Состояние экосистемы на полуострове, дефицит воды и курортный сезон, Российская Федерация игнорирует решение ЕСПЧ, новый приговор. Об этом поговорим в 59-м выпуске блога Либрейт Крамия. Экологическая ситуация в оккупированном Крыму ухудшается с каждым годом, а для получения реальной картины важно системно проводить мониторинг. В понедельник, 31 мая, эксперты Крымско-Татарского ресурсного центра в онлайн-формате представили исследования на тему особенности изменений климата, экологической ситуации и состояния эколого-климатического мониторинга на территории оккупированного Крыма за период 2015-2020 годы. По данным спикеров, динамика экологической ситуации на полуострове отрицательная. Действительно, по данным исследования, с которым вы можете ознакомиться на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра, климатические условия Крыма, состояние окружающей среды и природных ресурсов, в частности водных, свидетельствуют об ухудшении условий проживания и хозяйствования в Крыму, о системном характере экологических и хозяйственных проблем. Наблюдается негативная динамика за период оккупации. К чему это может привести? К экологической катастрофе. Поэтому подобными исследованиями мы в первую очередь стараемся проинформировать международное сообщество о том, что происходит в Крыму. Кроме того, Крымско-Татарский ресурсный центр на прошлой неделе направил отчет специальному докладчику ООН по вопросам прав на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеману Ниялетсоси Вулю на тему «Крым. Изменение климата и право на мирные собрания и свободу ассоциаций», в котором Крымско-Татарский ресурсный центр представил информацию о состоянии окружающей среды в оккупированном Крыму и привел в пример ряд ситуаций запрета на реализацию права на мирные собрания, связанные с защитой окружающей среды в оккупированном Крыму. Продолжая тему экологии, актуальным остается вопрос дефицита воды. Но несмотря на это, и, кстати, на коронавирусную пандемию, которая никоим образом не закончилась, в оккупированном Крыму за 5 месяцев уже отдохнуло почти 2 миллиона туристов. Как сообщил глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, за январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года. 65% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% авиасообщением, 5% по железной дороге. Аксенов отметил, что турпоток в мае составил около 956 тысяч туристов, что на 60% больше, чем в 2019 году. Кроме того, в Крыму намерены построить 2 курортных комплекса, а также тематический парк развлечений за 30 миллиардов рублей. Как видим, оккупанты продолжают искать выгоду от полуострова, чтобы извлечь как можно больше денег. Но хватит ли воды для подобных планов? Или будем опять наблюдать ситуацию, когда местное население остается без воды, а туристы будут отдыхать без всяких забот? Поживем увидим. Оккупанты снова не отреагировали на решение ЕСПЧ. Верховный суд оккупированного Крыма оставил в силе решение о депортации супруги Наби Рахимова, которого российские силовики убили 11 мая во время обыска. Несмотря на указания Европейского суда по правам человека, который ранее принял решение не высылать Сахибу Бурханову, супругу убитого Наби Рахимова, в Узбекистан, так как ей там может угрожать опасность. Однако закон им не писан. На этой неделе оккупационный суд вынес очередной новый приговор. 1 июня Верховный суд оккупированного Крыма вынес заочный приговор председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. Оккупанты присудили ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ. На самом деле, это решение так называемого суда является незаконным, политически мотивированным, преступным и продолжением практики нарушения норм международного права со стороны Российской Федерации,
а также продолжением политики целенаправленного преследования коренного народа Крыма, крымских татар, по национальному признаку. Запрет Меджлиса, представительного института коренного крымско-татарского народа в 2016 году, игнорирование промежуточного решения Международного суда ООН об отмене запрета 2017 года, приговор председателю Меджлиса крымско-татарского народа. Что дальше? Преследование членов Меджлиса, делегатов Курултая. Что это может означать? Что Россия и дальше будет продолжать вытеснять крымско-татарский народ с его родины? Появилась информация, что бывший судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым, что является нарушением не только этических норм судьи, но и предательством. Ведь он являлся главой органа, задачей которого является гарантирование верховенства Конституции Украины как основного закона государства на всей территории Украины. Хотя сам Тупицкий отрицает правдивость этих фактов. Что же, пусть этим занимается следствие. Боритесь за Крым, боритесь за Украину, проявляйте солидарность и ставьте лайки. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч!